Все мои истории в моей жизни, они так или иначе связаны с моим родным городом, с городом Грозным. Здесь я впервые пошел в первый класс в школу, закончил ее, поступил в вуз, обучался там, впервые вышел на работу. То есть все эти уголки, каждое место, каждый квартал в нашем любимом городе – это мои родные места, где прошло и мое детство, и моя юность. И сейчас я люблю прогуливаться по своему любимому городу. Да, были трудные времена в нашей столице, но сейчас наш город превратился в самый цветущий, безопасный, красивый город. Всегда работал в Грозном. Я вышел на работу 8 лет назад в музей Ахмата Хаджи Кадырова. В центре, в красивом месте. Здесь находится мое рабочее место. Музей Ахмата Хаджи Кадырова, мемориальный комплекс славы. Хотел бы сказать о своей истории, моей жизни. Более 8 лет я работаю здесь, в мемориальном комплексе славы имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Абдулхамидовича Кадырова. Это замечательный культурно-исторический объект. Он занимает 3-е место среди подобных объектов по всей территории России. Здесь проводится более 1000 мероприятий культурного, мемориального характера, просветительского характера. И более 100 тысяч людей каждый год посещают наш музей. Это количество увеличивается с каждым днем. И когда нам стало известно, что Грозный стал культурной столицей России, конечно, это было событие и в моей жизни тоже, как и, наверное, в жизни любого жителя нашей столицы, нашей республики, нашего региона. Учитывая, что мемориальный комплекс славы имени Ахмата Хаджи Кадырова – это, прежде всего, культурный объект, а наша столица республики – это культурная столица всей России, конечно, для нас очень важно показать все наши экспозиционные залы для туристов, для посетителей. Их бывает очень много. У нас бывают официальные делегации. Такое популярное место среди туристов – это рабочий кабинет первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Абдулхамидовича Кадырова. Все предметы уникальные, все документы. Здесь все хранят память и прикосновение рук нашего первого президента. И кроме этого зала у нас есть зал еще и жизненного пути Ахмата Хаджи Кадырова. Есть другие экспозиционные залы, есть большой экспозиционный зал, посвященный защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны. То есть это наша героическая история, это мемориальный комплекс славы, это гордость нашей республики и одна из визитных карточек для всех туристов и гостей нашей столицы. Мы добываем новые интересные факты из биографии первого президента и готовим стенды, готовим новые экспозиционные залы, чтобы рассказать нашим посетителям о нашем замечательном комплексе. Он находится в центре, расположен в замечательном месте. Мы знаем, что у нас по соседству возводится сейчас целый новый район, 5-й район Грозного имени Владимира Владимировича Путина. И представьте, вот на пересечении всех этих зданий, объектов и будет находиться наш музей, визитная карточка своеобразная для столицы нашей республики. Огромный комплекс, мемориальный комплекс славы имени Ахмата Хаджи Кадырова, был сооружен в рекордно короткие сроки, 3 месяца, 21 день. В это, кстати, с трудом верят многие наши посетители. Он состоит из композиции и экспозиции объектов, которые находятся под открытым небом. Это военная техника, автомобиль и так далее. И из зала внутри. На верхнем ярусе у нас располагается картинная галерея. Там часто выставляются мастера кисти из нашего региона, из других субъектов страны, из зарубежных стран. И здесь уже внизу это экспозиционные залы. Наш мемориальный комплекс славы – это место посещения разными официальными делегациями. Кстати, нынешний глава республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров часто со своими гостями посещает наш музей. И мы видим центральный зал, в котором мы находимся. Это зал подарков Рамзана Ахматовича Кадырова. То есть все предметы, кувшины, холодное оружие, сувениры и так далее – это все передано нам дар главой республики. Кстати, мы даже не все
смогли выставить. У нас много этих предметов. И, вы знаете, туристам бывает очень интересно, когда мы заводим их в центральный зал, потому что это тоже путь нашей республики, это тоже часть нашей истории. Все те, кто когда-то жил в Грозном хотя бы несколько дней, он всегда скучает по нашему городу. У меня такое ощущение иногда бывает. Вот про город Грозный было много песен, сложено исполнителями такими знаменитыми, как Иосиф Кобзон, и Владимир Высоцкий, и другими исполнителями. Но мне иногда кажется, что любая песня, которая восхваляет город, да, это про мой город, про мой Грозный. Этот город не похожий ни на что вокруг. Улыбается прохожий и за 5 минут, помогая человеку верить в чудеса. Распускаются фонтаны прямо в небеса. Я не знаю, где еще